Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студию Улугбек Салимбекзаде. Ну и к новостям к этому часу. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Умали, 13 ноября в Душанбе в рамках мероприятия Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств провел встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы стратегических отношений между Таджикистаном и Беларусью. Было выражено удовлетворение поступательным развитием взаимовыгодного партнерства. Стороны высоко оценили роль регулярного диалога на высшем уровне между главами двух государств, уважаемым Оли Рахмоном и уважаемым Александром Лукашенко, в дальнейшем укреплении и расширении дружественных отношений и стратегического партнерства между Таджикистаном и Беларусью. Особое внимание было уделено развитию межпарламентских связей как важного направления двусторонних отношений. Реализация совместных проектов в области сельского хозяйства, легкой пищевой, фармацевтической, химической и горнодобывающей промышленности была признана важным направлением для всестороннего расширения торгово-экономического потенциала. Была выражена готовность к расширению сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, образования, науки и новых технологиях. В завершении встречи стороны подчеркнули важность взаимодействия стран в рамках региональных и глобальных организаций, а также в обеспечении безопасности и стабильности. В рамках мероприятия Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств 13 ноября в Душанбе председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Умали, встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе встречи были обсуждены важные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Подчеркнуто, что отношения между Таджикистаном и Россией носят характер стратегического партнерства и союзничество является приоритетным направлением внешней политики обеих стран. Было отмечено, что политический диалог между двумя государствами постоянно развивается на всех уровнях. Выражено удовлетворение стабильным развитием межпарламентских отношений и эффективной деятельности Комиссии по сотрудничеству между Маджлиси Оли и Советом Федерации. Состоялся обмен мнениями о ходе реализации приоритетов председательства Таджикистана в Содружестве независимых государств и по повестке дня следующих заседаний Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ в Душанбе. В рамках торгово-экономического сотрудничества стороны уделили особое внимание расширению инвестиций и реализации совместных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта и цифровой экономики. Также были обсуждены вопросы укрепления гуманитарных связей в сферах образования, науки, культуры и туризма, международное сотрудничество стран в области обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберугрозами, а также подчеркивалась схожесть позиции сторон в этих областях. 13 ноября также председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Умали, и председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, уважаемая Валентина Матвиенко, посетили государственное общеобразовательное учреждение Таджикистан-Россия, среднюю общеобразовательную школу имени Юрия Александровича Гагарина, город Душанбе. Здесь в присутствии руководителей верхних палат парламентов двух стран состоялась церемония передачи легковых автомобилей образовательным учреждениям Таджикистана и России. Мы продолжаем программу. Целью надлежащей организации и проведения различных мероприятий в столице регулярно проводятся подготовительные заседания и организационные работы. Очередное мероприятие было посвящено подготовке к проведению на должном уровне соревнования Кубок Азии по дзюдо среди подростков и молодежи, а также празднования Дня флага. Подробности далее. В здании исполнительного органа государственной власти города Душанбе состоялось подготовительное совещание с участием заместителей председателя города Душанбе, ответственных лиц структур и соответствующих ведомств, посвященное проведению на высоком уровне соревнований Кубок Азии по дзюдо среди подростков и молодежи, а также празднованию Дня государственного флага. Было сообщено, что это крупное спортивное соревнование пройдет с 20 по 23 ноября 2025 года. В рабочем заседании приняли участие представители профильных министерств и ведомств страны, а также руководители городских структур Душанбе. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы подготовки и организационного проведения данного события на высоком уровне.
Отмечалось, что с целью пропаганды здорового образа жизни, обеспечения массовости спорта и оздоровительной деятельности в соответствии со статьями 19 и 20 Конституционного закона Республики Таджикистан о местных органах государственной власти и статьей 8 Закона Республики Таджикистан о физическом воспитании и спорте было утверждено постановление председателя города Душанбе от 4 ноября 2025 года о проведении соревнований Кубок Азии по дзюдо среди подростков и молодежи. Сообщалось, что на основании данного постановления разработан план мероприятий и состав Организационного комитета по подготовке и проведению соревнований Кубок Азии по дзюдо среди подростков и молодежи, и работа по этому направлению должна быть организована на должном уровне. В Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан состоялась торжественная церемония открытия Центра «Водная дипломатия». Это важное научное и политическое событие приурочено ко Дню президента Республики Таджикистан и 25-летию принятия резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, согласно которой по инициативе основателя мира и национального единства лидера нации президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона 2003 год был объявлен Международным годом пресной воды. Репортаж моих коллег. На церемонии открытия принял участие, выступил министр иностранных дел Республики Таджикистан, уважаемый Сироджиддин Мухлидин. Это мероприятие стало одним из важнейших и наиболее запоминающихся событий 2025 года в сфере международного сотрудничества и академической дипломатии. В нем приняли участие представители государственных органов, дипломатического корпуса, международных организаций, научных и экспертных кругов. Церемонию открыл ректор Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан, доктор политических наук Сафарзода Даврон Джурахон. В своем выступлении он отметил, что открытие Центра «Водная дипломатия» является важным шагом в укреплении научно-аналитического и образовательного потенциала Академии. Он подчеркнул, что Центр станет интеллектуальной площадкой для обновления дипломатии, науки и образования, где теория, анализ и практика будут тесно взаимосвязаны. Затем с тематическим докладом выступил министр иностранных дел Республики Таджикистан, уважаемый Сироджиддин Мухлидин. Он отметил, что под мудрым руководством президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, наша страна на протяжении более чем 2 десятилетий признана мировым лидером в вопросах водной дипломатии и климатической повестки. По его словам, дальновидные инициативы лидера нации не только укрепили позиции Таджикистана на международной арене, но и заложили основу новой философии межгосударственного сотрудничества, философии воды как источник мира, взаимопонимания и созидания. На мероприятии также выступили первый заместитель министра образования и науки Республики Таджикистан Хошимзода Хомид Хасан, глава представительства программы развития Организации Объединенных Наций в Таджикистане госпожа Рамасвати Парвати, чрезвычайный полномочный посол Французской Республики в Таджикистане госпожа Эльза Пиньол и представитель Германского общества по международному сотрудничеству в Таджикистане господин Комилов Умед. В рамках мероприятия состоялась специальная выставка под названием «6 глобальных инициатив Таджикистана», посвященная историческому вкладу президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в продвижение мировой водной и климатической повестки. В Душанбе в Национальной библиотеке исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан состоялась презентация новых книжных изданий, посвященных деятельности основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Мероприятие приурочено к празднованию Дня президента и 35-летию государственной независимости страны. В столице Таджикистана в зале Национальной библиотеки прошла презентация сразу 3 значимых изданий: двухтомника «Народная газета» о народном президенте, книга «Достижения президента Республики Таджикистан» и 2 тома «Президент Республики Таджикистан» на страницах «Народной газеты». Все книги подготовлены коллективом правительственного издания «Народная газета» и медиатеки президента Республики Таджикистан. Их выпуск приурочен к знаменательным датам Дню президента и 35-летию независимости страны.
страны. Третий том серии «Народная газета о народном президенте» охватывает период с 2011 по 2020 годы. На его страницах собраны послания, выступления, интервью и официальные обращения президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, а также хроника его рабочих и зарубежных поездок, отраженных на страницах издания. Книга позволяет проследить развитие государственной политики, основные направления внутреннего и внешнего курса страны, а также целенаправленную деятельность главы государства во имя процветания и благополучия таджикского народа. Второй том посвящен 2000 по 2005 год, охватывает период подготовки, и оно было посвящено в честь 30-летия исторической судьбоносной 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, на котором глава государства был избран именно в качестве председателя Верховного Совета Республики Таджикистан. Далее мы выпустили второй том второй книги, которая охватывает период с 2006 по 2010 год. А сегодняшнее мероприятие, которое приурочено к празднованию Дня президента и 35-летию государственной независимости, охватывает десятилетку, то есть период с 2011 по 2020 год. Авторы отмечают, что издание адресовано широкому кругу читателей, от студентов и магистрантов до исследователей и политологов, интересующихся историей становления и укрепления таджикской государственности. Напомним, трилогия «Народная газета о народном президенте» начала выходить в 2020 году. Первая книга охватывает события 1992 до 1999 годов, второй период с 2000 по 2010 годы. Новый третий том завершает эту серию, отражает 30-летний путь служения Эмомали Рахмона во благо Родины. Ну и последнее. В Таджикистане начались дни робототехники, инновационных образовательных технологий и информатики. С 12 по 21 ноября школьники и педагоги со всей страны погрузятся в мир современных технологий и инженерного творчества. В рамках проекта пройдут практикумы по робототехнике, предметные интенсивы, а также курсы повышения квалификации для учителей. Как проходит первый день и чему учат будущих инженеров, расскажут в нашем репортаже мои коллеги. С 12 по 21 ноября в Таджикистане проходят Дни робототехники, инновационных образовательных технологий и информатики. Масштабное событие, направленное на развитие современного образования и укрепление сотрудничества с Россией в гуманитарной сфере. Организаторами проекта выступают Россотрудничество, Русский дом в Душанбе и Астраханский государственный университет имени Татищева. Главная цель – познакомить школьников с миром технологий будущего. Для учащихся от 5 до 11 классов проходят практикумы по робототехнике и информатике. Как тебя зовут? Меня зовут Амрутович. Рад познакомиться. Что ты умеешь делать? Я всегда готов помочь, так что обращайся, если что-то понадобится. Здесь ребята сами конструируют модели, программируют роботов и решают инженерные задачи. Кроме того, участников ждут предметные интенсивы, олимпиадные кейсы и тренинги по развитию гибких навыков, таких как командная работа, коммуникация и критическое мышление. Особое внимание уделено педагогам. Для учителей математики, физики, информатики и дополнительного образования организованы очные курсы повышения квалификации. Программы включают 3 направления: физика в системе дополнительного образования, математика и робототехника. Эти курсы помогут педагогам развивать инженерное мышление и создавать современные кружки для школьников. Дни робототехники мы проводим совместно с Астраханским государственным университетом имени Татищева. Совместно с университетом подготовлены образовательные программы технического профиля, просветительского профиля для школьников с 5 по 11 класс, а также программа повышения квалификации для учителей, которые преподают математику, физику, информатику в школах на русском языке.
Итак, наша программа будет продолжаться в 4 городах. И все мероприятие проходит под логотипом «Россия с вами». Я уверен, наши телезрители уже встречали этот логотип. И мероприятие наше – это только одно в череде большого количества мероприятий под логотипом «Россия с вами». Мероприятия проходят на нескольких площадках страны. С 12 до 13 ноября в Технологическом университете Таджикистана в Душанбе. С 14 до 15 ноября в школе имени Менделеева в Турсунзаде. С 17 до 18 ноября в школе имени Ломоносова в Бухтаре и 20 до 21 ноября в школе имени Ушинского в Кулябе. Уважаемые телезрители, областная информация подготовлена к этому часу моими коллегами. Мы не прощаемся с вами, мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами на нашем канале и до встречи.